Якутия богата не только алмазами, золотом, драгоценными камнями и пушниной. Каждый район, а точнее улус, славится своим особенным продуктом. Если караси, то кобяйские, если жеребятина, то, несомненно, чурапчинская, если картофель, то алёкминский. Несмотря на то, что Якутия имеет суровый северный климат, и здесь есть свои плодородные земли. Село Исид – это самое последнее село в Хангаласском улусе. Он граничит с Алёкминским улусом. Здесь такая же отменная картофель. Для исидчан картофель поистине второй хлеб, и здесь нет такой семьи, которая не садила бы картофель. Другие овощи, может, и не садят, на картофель обязательно. В селе трудовому воспитанию уделяется огромное значение. Дети с малых лет помогают родителям на полях. Раньше, в былые времена, многие осенью были задействованы в работе совхозов. В Хангаласском районе это был Орджоникидзевский. В селе было Исидское отделение совхоза. После развала совхозов на энтузиазме и упорном трудолюбии руководителя и работников в 2003 году был создан и по сей день работает сельскохозяйственный производственный кооператив «Исидский». Кооператив занимается картофелеводством, зерновыми, содержит лошадей. Председатель Тетерин Максим Аркадьевич. Максим Аркадьевич – ветеран сельского хозяйства, награжден различными благодарностями. Он не только хороший руководитель, но и простой труженик, любящий землю и работу на ней. Максим Аркадьевич также трудится комбайнером-трактористом. Здесь каждую осень коллектив и учащиеся школы ходят на трудовую практику. Помогают сельскохозяйственному кооперативу «Исидский» собирать урожай, а кооператив, в свою очередь, помогает школе техникой. Нынче картофель собирали чуть больше недели и на разных полях. Все дни стояла хорошая погода. Среди детишек выделяется маленькая девочка. Так радует, что детей с малых лет приучают к труду и прививают любовь к земле. Лиза, тебе сколько лет? Мне 9. А Рита? 4. 4 года, да? Помогаешь сестре, да, и маме? Да, Рита? Да. Молодец. Меня зовут Соловьева Лиза, мне 9 лет, я перехожу в 3 класс. Мы с мамой каждый год ходим на картошку. Я хожу с 1 класса с мамой на картошку. Мне помогает моя сестренка Рита. Сегодня какой день ходите? Ну, мы 4. В день сколько собираете? По 15, по 20, по 30 мешков. Нравится тебе? Да. И вам платят же за работу? Да, нам платят за работу. Мешок сколько? 30 рублей. Ага. На что потратишь деньги? Ну, мама решит, но мы еще хотим в город съездить. Здесь очень красивая природа. С одной стороны взглянешь тайга, с другой стороны река Лена. Дети и взрослые трудятся наравне, помогают друг другу. Вот работает команда работника школы Соловьевой Марины Афанасьевны. Марина Афанасьевна со своими детьми. Kamu bahan na tagal patopo kami jam. Tolong din tagal. Üç kami kas kami falan. Üç bahan na tagal kaliti. Üç bahan na tagal bideh bahan na tagal jam. Awal bitnan oskola ken. Ontan oskola mana but. Ki bahan na kami yukta. Künge tahan kami ate? Künge cek. Bakit cek. Bugün ara elbette bana
картофель хайдаттам ла бахана картофель да. Şu baydak ileri cebit öyle kata. Öyle kata. Mikhail Arkadiyevич, Maksim Arkadiyevich katopuya. Аны мана таханан бэга тэсэ дягат ярым яхым ягатти. Бихи cebitler iki bahananı koydu but. Hatta bu yıl katopuyu başlamıştı. Cebit kendi basardı. Вот. Bunu da çıktı. Оголар тугатар дагати. Тоқтан. Жөй да картопай гахжар. Şey babula. Качы төлүллөр да? О качытын гар тугулагаты бягаты гар. Ручкалар. Ruşkonya. Бир эби болар боллагаты. Kaydarın ılık tak tak. Ол качыты гар ди. Эби болар боллагаты. Bir boğular bunlar, bir hava boğular. Üstünü çalanlar bana. Бетти. Те мактал, эпиктебикирген. Интересно узнать мнение учителей. Добрый день, меня зовут Бурнашова Айталина Гавриловна, я новый учитель истории и обществознания, окончила в этом году Российский государственный педагогический университет имени Александра Ивановича Герцена. Первый раз вижу такие поля, первый раз у меня такая вот школьная практика в виде собирания картошки, пока все очень нравится. Замечательный улус, красота природы, очень радует. Здравствуйте. Я Александр Петрович, учитель физики и математики. Работаю здесь 5-й год. Ну да. И наша осень начинается с практики. Картофельное поле нас ждет. Считайте, 2 недели мы работаем так. Убираем. Зато после таких трудов у нас на зиму есть что. Незаметно наступает время обеда. Все идем к обеденному месту. А иной раз едем на грузовике, ведь поле длинное. Что может быть вкуснее обеда, сваренного на костре? Это суп из тушенки и ароматный горячий чай. От всей души благодарны нашим поварам Виктории Семеновне и Людмиле Степановне за вкусные обеды. Мужчины, в основном молодые люди, загружают картофель и увозят на овощехранилище. Самое радостное событие – это получение зарплаты. За мешок здесь платят 30 рублей. 600. Держи. Все? Следующий расписывай. После уборки картофеля с ХПК, или как кратко здесь называют КП, все дружно отправились на поле школы и детского сада. Максим Аркадьевич скапывал трактором поле. Учителя и дети махом собрали картофель. Сегодня закончили копать картошку на колхозном поле. После вкусного обеда мы пришли на школьное поле. Картошка хорошая, запас на зиму есть. Вот и трудовая практика завершилась. И теперь весь учебный год в школе и детском саду будут вкусные обеды с картошкой. А картофель кооператива отправится на барже в другие районы. И это так отрадно, что пока есть такие кооперативы и неравнодушные к сельскому хозяйству люди, как Максим Аркадьевич, якутяне будут кушать местную, вкусную, отборную картофель со знаком качества.
Искренне благодарю за просмотр моего сюжета. Подписывайтесь на мой канал. Ваша подписка даст стимул снимать еще больше видео. Всем удачи и добра! В фильме «Девчата» повар перечислила разнообразные блюда из картофеля. Какие блюда из картофеля вы любите? Напишите в комментариях.